читальном зале филфака библиотеки БГПУ имени Акмуллы состоялась встреча участников литературного клуба «Гамбургский счет» с преподавателями и студентами физмата, СГФ и филфака БГПУ, на которой прошло обсуждение повести Игоря Фролова «Учитель Бога». Мероприятие открыл заведующий информационно-библиографическим отделом библиотеки БГПУ Петр Федоров, который отметил актуальность обсуждаемого произведения. По его мнению, эта повесть является этапной не только для творчества самого автора, но и всей современной уфимской литературы, поскольку возвращает через 100 лет к тем же проблемам богоискательства и богостроительства, которые не были решены в XX веке и явились причиной дальнейших социальных катаклизмов, отбросивших нашу страну на обочину мировой цивилизации. Писатель Игорь Фролов подчеркнул, что его в этом произведении занимала проблема соединения художественного и научного мышления. К сожалению, после создания теории относительности в 1905 году наука решала лишь частные сиюминутные задачи, а фундаментальные проблемы оставлялись на потом. Его герой попытался восполнить этот пробел. Для студентов чтение этой повести оказалось непростой задачей. Для гуманитариев было трудно продраться через первые главы, изобилующие научной терминологией, а студентов физмата раздражало неуместное с их точки зрения соединение совершенно разных физических проблем. Зато некоторые из них отметили глубокую правдивость произведения и яркость изображения любви его главных героев. Методист Уфимской епархии Ирина Янтальцева отметила, что повесть Фролова – это талантливое произведение большого писателя, вышедшего на новый уровень. Его герой честно ищет истину на научной ниве, но в области метафизики его подстерегают большие опасности. Несколько вопросов автору задала студентка социально-гуманитарного факультета, пишущая курсовую работу по обсуждаемой повести. В частности, она спросила, где проходят границы между гениальностью и безумием. На этот вопрос автор повести ответил, что гениальность – это социальное явление, и признать человека таковым могут только другие люди, а не он сам. Писатель Салават Вахитов зачитал записки, адресованные Игорю Фролову от самых стеснительных участников обсуждения. Доцент кафедры культурологии БГПУ Римма Гельмиянова прочла повесть на одном дыхании. С ее точки зрения, подлинные художественные произведения не хочется анализировать, ими надо наслаждаться. Рассматриваемое произведение вызывает восхищение яркими образами, дерзновенностью научного поиска, точным и сочным языком. Но у каждого читателя сложилось собственное видение этой повести, поскольку оно зависит от уровня образования, культуры и даже социального положения. Писатель Всеволод Глуховцев задал автору вопрос о его отношении к достижениям современной физики. Ответ Фролова заключался в мысли о том, что современная физика уже давно уперлась в проблемы метафизики и пытается решить свои теоретические задачи с помощью философских построений. По его мнению, прорыв в этой области науки будет возможен лишь тогда, когда ученые начнут строить свои теории от простого к сложному, а не наоборот. В полемическом запале писатель Александр Иликаев назвал героя повести рефлектирующим советским интеллигентом, который ничего не добился в жизни. Старший преподаватель кафедры русской литературы БГПУ Ирина Прокофьева рассказала о том, что в повести «Учитель Бога» создан цельный образ женщины осени. По ее мысли, только искренняя убежденность может помочь познать мир, который давно познан женщиной, ведь для нее все тайны Вселенной заключены в любимом существе. Именно женщина, дарующая счастье мужчине, делает его Богом, наполняя его жизнь смыслом, подталкивая его к открытиям. Игорь Фролов отметил, что в образе главной героини он попытался персонифицировать божественное начало Вселенной.
Подводя итоги обсуждения повести, Петр Федоров заметил, что повесть «Учитель Бога» стала революционным событием в современной уфимской литературе, поскольку ее автор с несомненным талантом воспел в образе главного героя уходящую из современной жизни творческую личность просветительского типа в эпоху надвигающегося нового варварства. Как точно заметила Римма Гельмиянова, современный человек обладает большими возможностями в области информации, но за всеми новомодными информационными технологиями зачастую находится лишь одна пустота. Беда такой личности состоит в том, что в ней нет подлинной культуры. Повесть Фролова ценна тем, что поднимает непростые вопросы о судьбах интеллигенции в современном российском обществе.